Испытано на себе. Две ноги. Вместе делаем брас. Вертикальный брас. Животики подтянули, макушечка вверх. Правая, левая. Корпус вперед. Левая. Все, две. Стоп. Вправо. Влево. До своих мест доходим. Чуть-чуть поработаем на мышцы живота. Без пояса. Посмотрели под ручку. Хорошо, в другую сторону. Правая рука, левая рука. Спасибо, девчонки, занятие окончено. Испытано на себе. Если вы хотите привнести в свою жизнь физическую активность, но простой фитнес вас не интересует, и либо по каким-либо причинам вы не можете им заниматься, у нас есть для вас прекрасное предложение. Аквааэробика подходит абсолютно для всех, для женщин любого возраста, для детей, а также для мужчин. Сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» мы будем испытывать на себе это чудо занятия. Меня зовут Полина Долинская, и сегодня мой тренер Анастасия Емельянова поможет мне в этом. Испытано на себе. Здравствуйте, меня зовут Емельянова Анастасия. Я работаю инструктором по фитнесу и акваэробике в фитнес-студии «Ритм». Работаю я фитнес-инструктором с 2011 года. С 2014 года начала вести направление акваэробика. Акваэробика – это направление в фитнесе, которое предполагает, что клиент находится в воде, инструктор находится на бортике. Все это проходит под музыкальное сопровождение, и инструктор показывает, как правильно выполнять те или иные упражнения. Этот вид занятий подходит всем, независимо от пола, возраста. Но если нет никаких медицинских противопоказаний. Это таких, как недавно перенесенные сердечные заболевания, инсульты, инфаркты, астма или аллергия на хлор, беременность. Но беременным можно заниматься акваэробикой, но не в обычной группе. Акваэробикой могут заниматься и дети, и взрослые, и пожилые, мужчины, женщины. Все. Главное, чтобы не было никаких медицинских противопоказаний. Испытано на себе. Ручки. Анастасия, я надела вот ту самую волшебную шапочку, пояс, который меня поддержит. Я готова к занятиям. С чего начинаем? Начинаем. Вооружились? Да. Хорошее настроение есть? Думаю, да. Залазим в воду и начинаем. Начинаем с разминки, потом основная часть. Все будет под моим контролем. Все, начинаем. Еще 4 раза. 4. Еще. Вверх. 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 Колено. Хлёст. Правая. Левая. Назад. Правая. Левая. Корпус вперед подали. Еще. 8, 7. Выдох. Марш. Животики подтянули, макушечка вверх. Плечики расправили. Животики держим подтянутыми. Левая. Правая. 4. Левая. 4. Хлёст. Только правая. 4. 3. 2. 3 жима подряд. 3 хлёста. Еще 3 хлёста. Еще продолжаем. Правой. 3. В сторону. Еще. Вперед. В сторону. Вперед. Вниз. Полин, вперед. В сторону. И вниз. Вперед. В сторону. Все. Вдох-выдох. Выдох. Еще вдох-выдох. 2 ноги. Вместе делаем брас. Вертикальный брас. 2 ногами. Поехали! Левая! Как оказалось, это не так-то просто. Все, вперед! Со мной! Вперед! В сторону! Вперед! В сторону! Левое колено вверх! Левое! Колено! Начинаем с простого и модифицируем дальше. 8 раз. Начинаем хлесты. 4 раза. 4, 3,
Правая нога, левая нога и брас. Ага. Фу. Последний раз, поехали. Вперед, назад, вперед, назад. Две руки. Правая ножка, хлест в сторону, левая. Брас. 8, 7, 6, 4, 3, обратно. 8, 7, 6, 4, 3. Все, молодцы. Вдох-выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Марш. Восстанавливаем дыхание и берем гантели. Испытано на себе. Во время нашей тренировки мы используем оборудование аквагантели, акванудлы, акваперчатки, манжеты на ноги, амортизаторы, мячи для акваэробики. Это оборудование помогает проработать все группы мышц – руки, ноги, брюшной пресс, спинку. А также оборудование аквагантели, акванудлы помогают поддерживать тело на поверхности воды. Во! Добавляем в сторону. 4, 3, 2, круг. 8, 7, 8, 7, 6. Короткие движения. 4, 3, 2. Отдыхаем. Фу, ручки встряхнули. Поработаем на грудные мышцы и перейдем уже к ногам. Полин, без гантелей все то же самое. Можешь без гантелей делать. Чуть-чуть отдохнем. 1-2 минутки. Ложимся на животик, ножки кроль. 4 локти вниз. 3, 2, стоп. Тянем. Выдох. Вдох. Молодцы. Плывем, 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 плывем. До своих мест доходим и меняем оборудование. Убираем гантели и берем нудлы. Вот. 4, 3, стоп. Утопили его. Колено, колено, колено. Вверх. Вот. 4, 3. А теперь ставим. Правая, левая, правая. Но всегда можем остаться на предыдущем уровне. Если тяжело, делаем все то же самое, что делали синхронистки. 4, 3. Вперед! Я сама вся мокрая. Нудл. Садимся, ножки вперед. Оп. Быстро, 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 быстро крутим. Крутим, крутим, крутим. 8 раз. Чуть подними ножки и назад иди. 4 носочки на себя тянем. Оп. Чуть-чуть осталось. 8 счетов, 8, 7, 6. Все, молодцы, ножки вниз. Вверх, 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 коленки. Хорошо? Марш правая, левая. Добьем пресс. Поехали. Правая, левая, правая. Еще, еще. 8, 7, 6. Молодцы, еще. Дыхание не задерживаем, делаем усилие, выдох, выдох. Ага. Последний раз, погнали, маятник. Дыхание не задерживаем. Еще, 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 еще. 8 раз, 8, 7, 6. Молодцы. Меньше амплитуды, но делай быстрее, 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 быстрее. До конца. Все, стоп. Все, стоп. Пояса снимаем.
Пояса снимаем. Да, ноги убираем. Вы просто доплыли с ними? Да, по одной гантельке берем. Не хотелось бы хвастаться, но это упражнение у меня получается очень хорошо. Испытано на себе. Акваэробикой можно заниматься, даже если вы не умеете плавать, потому что наша тренировка проходит на мелкой или на глубокой воде. Во время тренировки на глубокой воде мы используем аквапояс, который одевается на тело и удерживает нас на поверхности воды. Руки, ноги свободны, и мы можем выполнять любые упражнения. Что делаем? Крутим, 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 крутим. Еще 20 секунд. Маленькая амплитуда, но быстро, быстро, быстро. Еще. Все, стоп. Все, стоп. Вверх. Вверх. Еще. Молодец. Еще. Гантеля тоже работай. Вниз топи ее, топи. Во. Еще. Молодец. Дыхание не задерживаем. Стоп. В левую ручку гантельку. Оп. Правая, левая. Максимальный темп. Быстро. Еще. Молодец. Ноги работают. Вверх. Еще работаем. Сейчас остановимся. Ага. Стоп. Оп. Еще. Короткие, быстрые движения. Быстрые. Молодцы. Вода кипит прям, да? Стоп. Ага, сейчас. В сторону. Поехали! Правая, левая. В сторону. Ага. Еще. Прыжок. Право, право. Поехали. Ап. Молодцы. Стоп. Так вот, гантельку, вот так. Плывем. Молодцы, еще. До своих мест доходим. Чуть-чуть поработаем на мышцы живота. Без пояса. Сможем! Вниз, без пояса, дави вниз. Дави ее вниз, дави, молодец. Вправо-влево. Еще 8, 7, 6, 4, 3, 2. Хорошо, убрали. Оп. Вниз. Вперед. Аккуратно. Еще. Еще. 4, 3. Стоп. Вправо. Влево. Еще работаем. Работает. Еще. Еще 4 раза. 4. Еще 3. Последний раз. Все, молодцы.
Поворачиваемся на меня. Еще раз вдох, выдох. Еще раз правая, левая. Вдох, ручки в сторону. В одну, левая, правая. Потянулись. Посмотрели под ручку. Хорошо, в другую сторону. Под ручку заглянули. Хорошо. Руки встряхнули. Ножка к себе правая. Ногу встряхнули. Левая нога к себе. В одну сторону покрутили, в другую сторону покрутили. Противоположной. О. Ноги встряхнули. Ручки встряхнули. Правая рука, левая рука. Спасибо, девчонки, занятие окончено. 1-2 минутки свободного плавания. Несмотря на то, что я все это время находилась в воде, мне кажется, я вспотела, мне очень жарко. Еще я очень хочу пить. Чё как, Полина? Выжила. Испытано на себе. Сперва плавала, потом поняла, что мне просто плавать это скучно, и узнала, что у нас есть в городе акваэробика. И так меня это затянуло, можно сказать. Ну, в первую очередь, это, конечно, здоровье. Наверное, у многих беспокоит спина и так далее. Это в первую очередь акваэробика. Прямо, если есть какие-то противопоказания для других видов спорта, то акваэробика, мне кажется, это для всех подходит. Поэтому, ну, в первую очередь, я только для этого хожу. Ну и в целом общее физическое состояние, хорошее настроение и после работы своего рода релакс. Потому что вода – это в любом случае расслабление. Привлекла подруг многих, ходят, все довольные. Из-за спортивной жизни, молодости, юности есть некоторые проблемы со спиной. Ну и врач порекомендовал просто акваэробику как наилучший выход в нашей ситуации. Ну, для людей, у которых есть некоторые проблемы со спиной. Не критичные, но они есть. И вот акваэробика, на мой взгляд, помогает, наверное, не вылечиться, но поддерживать свой организм и помогать себе. При том, что сидячая работа. Вот. Акваэробика разгружает, получается, спиной остов. Поэтому это очень здорово, я считаю. Ну, вы знаете, пропадают постепенно боли в спине. Если вот прекращаешь на какой-то период по тем или иным причинам заниматься акваэробикой, то появляются боли такого характера ноющего. Как только я начинаю заниматься акваэробикой, мне кажется, все исчезает. Ну, или хотя бы утихомиривается. На занятия акваэробики я попала, наверное, случайно, но занимаясь просто свободным плаванием в бассейне. Увидела однажды Анастасию, услышала музыку заводную, ну, и захотелось просто заняться этим видом спорта. И все, я затянула. И давно. Как давно занимаетесь? С 2016 года. Мы между собой с девочками называем себя ветеранами акваэробики, шутя. Ну, конечно, девочек с работы привлекала. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. Кто-то выбирает другие виды спорта. Так, конечно, да. Конечно, и всем советую и рекомендую. Испытано на себе. Анастасия, большое спасибо за такую действительно интенсивную тренировку. Несмотря на то, что вроде бы находились мы все это время в воде, и инвентарь был не такой тяжелый, но я вымоталась, как будто бы я бежала в кросс в полной выкладке, марш-бросок у меня был в полном обвесе. Расскажите, вот почему так получилось, за счет чего вот я чувствую такую приятную усталость во всех мышцах? Во-первых, вы находитесь в воде. Когда вы находитесь в воде, то вода у нас, как помощник вроде бы выступает вода,
она не воздействует ни на позвоночник, ни на суставы, то есть она помогает, но в то же время она и отягощение. Поэтому гантеля вроде бы и легкая, но она объемистая, и поэтому она создает достаточно большое напряжение, которое вы как раз-таки и чувствуете. Но находясь в воде, вы, наверное, сами уже на себе испытали, что вы потеете, но вы этого не чувствуете. И за счет этого у нас получается эффект того, что вы вышли, вроде бы устали, но с другой стороны вы воодушевленно вышли от того, что вроде бы не испытываете того, что этого вот пота, который пот-фри. Еще пить очень хочется. Пить очень хочется, да, потому что идет очень колоссальная обмен веществ очень хорошо работает, кардиотренировка очень хорошая, поэтому, конечно же, жиросжигание у нас идет, сколько мы воды потеряли, то, что мы потели, поэтому нам нужно ее выпить столько же, сколько мы потеряли, просто мы этого не чувствуем. А вообще, сколько расходуется калорий, там, на сколько килограмм можно похудеть за одну тренировку? Ну, по килограммам не скажу, но во время тренировки акваэробикой примерно расходуется от 500 до 700 килокалорий, в зависимости от интенсивности урока, от того, как работает сам человек. В принципе, это такой универсальный метод, универсальный способ занятия фитнесом для тех, кто хочет поддержать себя в тонусе, в бодрости, ну, опять же, укрепить иммунитет, и подходит и пенсионерам, и беременным женщинам, и детям. Но, мне кажется, я взрослый человек, так сильно устала. Для других категорий подбираются индивидуальные какие-то тренировки, какие-то комплексы? Да, мы планируем в ближайшее время запустить индивидуальные тренировки, когда будет только один инструктор, который находится на бортике, и соответствующий человек. Мы смотрим на его потребности, что он хочет. Хочет похудеть, может быть, в каких-то местах он хочет похудеть именно, или вверх, или низ, например. Что вот именно он хочет от этой тренировки, мы будем от этого отталкиваться. Также возраст будем рассчитывать, ну и так далее. В принципе, им может хоть кто заниматься, ребенок и взрослый, но вот именно в индивидуальной тренировке мы будем подходить, рассматривать все вот эти вот критерии. Сколько у вас сейчас человек занимается в группах? В группах на дорожку 25 человек, не больше 12 человек, потому что просто будет некомфортно заниматься. Мы работаем в бассейне Долгун и в бассейне Челбон. И там сейчас дорожки по 25 метров. А бывало ли такое, что хотят заниматься, но комплексуют и стесняются купальник надеть? Многие женщины, они не выходят летом на пляж именно из-за того, что вот эти вот стереотипы и мысли, вдруг на меня кто-то смотрит в купальнике. Ну, бывает, конечно же, бывает. Но когда заходишь в воду, никого же не видно, и поэтому это комфортное занятие. Или в зале ты весь на показе, все тебя видят, а здесь вроде бы ты в купальнике, зашел в воду, никто тебя не видит, и ты комфортно все равно себя чувствуешь. Ну, я даже посмотрела девушки, которые как бы и постарше меня занимаются. Они делают это с такой легкостью. Мне даже было несколько неудобно, что у меня что-то там не получается. Ну, потому что они занимаются уже, энное количество лет, да. Некоторые даже с 2015 года ко мне ходят. А вообще, насколько перспективы дальнейшего развития у нас в городе именно такого направления? Ну, сейчас у нас развивается это направление. Если я начинала в 2014 году, это я практически одна была, то сейчас уже можно посмотреть, что 2-3 инструктора также у нас присутствуют в городе. И также оно будет развиваться, потому что это очень хорошее направление. Очень много знают, что это очень хорошее направление. Для интенсивности и результативности занятий сколько раз надо в неделю ходить? От 3 до 5. Специальное питание, диета? Питание, конечно же. Питание – это 70% от того, что вы хотите. Потому что если не придерживаться питания, ходить только на тренировки, эффекта, конечно, никакого не будет. Но это уже подбирает определенный нутрициолог, или диетолог, который может посоветовать по питанию. Мама в детстве говорила, после еды не купаться. Какие здесь правила подготовки перед занятиями? И правила поведения после занятий? Также за 1,5 часа желательно не наедаться, съесть более легкий какой-нибудь, может, йогурт, банан, какой-нибудь салатик какой-нибудь легкий, чтобы не было тяжести, чтобы не колол бок, как обычно это бывало. И во время и голодным нельзя приходить на тренировку, так как может быть головокружение. За 1,5-2 часа желательно покушать прием легкой пищи. И после тренировки, желательно также выдержать 1,5 часа. Если это вечерняя тренировка, то, конечно же, опять наедаться не стоит, опять же, какой-нибудь
белковый продукт съесть, например, творог тот же самый можно, ну, йогурт, например, яблоко, ну вот если это вечерняя тренировка. Если это, конечно, дневная тренировка, как вот у нас сегодня была, то, конечно же, выдержать эти 1,5-2 часа и потом уже пообедать. Вот. Ну, спасибо вам большое и за тренировку, и за такую интересную беседу. Спасибо, что вы к нам пришли. Испытано на себе.